Открытие новых терминалов стало важным этапом развития международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба. Теперь его пропускная способность увеличена до 400 пассажиров в час. Открытие нового терминала позволит эффективно справляться с растущим пассажиропотоком и поддерживать высокий уровень обслуживания, знаменуя новый этап в развитии транспортной инфраструктуры страны и создавая современные условия для приема гостей. Аэровокзальный комплекс площадью около 5000 метров в квадрате оснащен зонами пограничного, таможенного и предполетного контроля, соответствующими требованиями к международным аэропортам. Благоустроена привокзальная площадь с парковочными зонами и остановочными комплексами для наземного транспорта. К открытию терминала завершено восстановление аэродромного комплекса международного аэропорта Сухум имени Арзенба. Реконструирована взлетно-посадочная полоса длиной 3140 метров, способная принимать воздушные суда различных типов. Установлена система светосигнального оборудования и радиотехнического обеспечения полетов. Благодаря совместным усилиям двух государств после более чем 30-летнего перерыва в мае 2025 года между Абхазией и Россией возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение. В церемонии открытия в режиме видеосвязи приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин. Министр экономики Абхазии Теймураз Микваби отметил, что ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса аэропорта Сухум – это стратегически важное решение, которое не только повышает транспортную доступность Абхазии, но и формирует современную инфраструктурную основу для роста туризма, деловой активности и привлечения инвестиций. С 2023 года при активной поддержке Российской Федерации в лице Министерства транспорта и Росавиации в Республике Абхазия велись работы по восстановлению имущественного комплекса международного аэропорта Сухум. И сегодня тот замечательный день, когда я могу сказать в голос: приветствуем вас из международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Арзенба. Это аэропорт, который, как было сказано, объединяет Республику Абхазия и Российскую Федерацию, в том числе и дальние регионы. На текущий момент работы по аэродромной части завершены в полном объеме. Также завершены работы по вводу в эксплуатацию двух новых терминалов, которые значительно повышают комфорт для пассажиров, прилетающих в Республику Абхазия, и в первую очередь туристов из Российской Федерации. Уважаемые коллеги, хочется сказать большое спасибо за поддержку, которую вы оказывали на протяжении всего времени проведения реконструкции имущественного комплекса. Андрей Никитин напомнил, что именно в Санкт-Петербурге в 2023 году был дан старт реконструкции аэропорта в Абхазии. Он подчеркнул, что сегодня развивается сотрудничество с Абхазией по всем ключевым сферам транспорта. Завершаем реконструкцию исторического здания терминала. Наша работа существенно повышает доступность Республики Абхазия, обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров, способствует укреплению связей и развитию туризма. Сегодня мы развиваем сотрудничество по всем ключевым сферам транспорта. На железной дороге в 2025 году пассажиропоток вырос на 40%. Сообщение обеспечивают электропоезда «Диаспурия» и составы дальнего следования из Москвы и Санкт-Петербурга. Запустили скоростные морские кометы и средняя загрузка рейсов 95%, а также систему единого билета. Модернизируем автомобильный пункт пропуска «Адлер», один из самых востребованных в России. Планируем и дальше работать над тем, чтобы поездки между нашими странами стали более комфортными для жителей. Специально к этому дню участники народной сцены Лабджаба подготовили подарок. Затем состоялось награждение победителей детского художественного конкурса «Крылья над Сухумом. Мост дружбы», организованного международным аэропортом Сухум. Генеральный директор аэропорта выразил глубокую благодарность всем участникам конкурса. Большое спасибо маленьким художникам, которые нашли время, возможность и изложили свои мысли на бумаге. Могу сказать, что все рисунки
говоря, особенные, нет одинаковых, много интересных творческих идей. Поздравил победителей и участников конкурса и исполняющий обязанности руководителя Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников. Из более чем 200 представленных работ были выбраны 27 призеров, распределенных по 3 номинациям и 3 возрастным группам. Лучшие работы могут быть использованы в интерьере аэропорта. Шазина Ханагуа, Раму Камкия, Абхазское телевидение.